Создал встречу, вот такой адрес kriro.ru самосбор. Можете попробовать, сейчас звонок работает. То есть звонок можно создать, звонок бесконечный, и он сейчас работает, можно без регистрации, тогда вы просто не будете, если вы не зарегистрированы на платформе, вы будете участвовать, но не сможете участвовать в чате. То есть чат на платформе Sferum только для зарегистрированных пользователей. kriro.ru самосбор. Значит, что же это за платформа? Что же это у нас за платформа? Анимацию включим. Значит, для выступающих у нас работает слайдер, мышка, клавиатура, что хотите. Назначение платформы – это информационно-коммуникационная платформа. То есть она для какого-то информационной коммуникации, для видеозвонков, для создания, она может выступать как мессенджер и является как бы дополнением к каким-то электронным ресурсам, к электронным платформам. То есть на ней обучающих каких-то материалов нет. Это чат, это видеозвонки, это трансляция. Значит, разработано, это российское полностью производство, разработано компаниями, ну, не специально может быть создана, новая информационные технологии компания, в состав которой входит Mail Group, Ростелеком, при поддержке Минцифры и при поддержке Академии Минпросвещения. Поэтому российская. Значит, нормативная база, на основании чего мы можем ориентироваться на эту платформу. Это, во-первых, постановление правительства 2040 от 7 декабря о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды в Российской Федерации. Кто-нибудь знает об этом эксперименте? 15 регионов участвуют, вот уже с 2020 года они участвуют. По идее, в этом году эксперимент должен быть закончен. Вот они как раз в обязательном порядке все в Сферуме. И уже, наверное, слышали, что с 1 сентября у нас пока в экспериментальном режиме, в том числе в Республике Коми, начинает работать федеральная информационная государственная система «Моя школа», которая включает Сферум и которая включает тот контент, который верифицирован и который есть на сайте edukon.ru. Это Якласс, это Учи.ру, это МЭО, это Фоксфорд и еще несколько, там много уже достаточно. Эти все ресурсы, они бесплатны для детей. Единственное, нужна регистрация через сайт edukon.ru. Мы рекламировали, edukon.ru проводил в апреле-мае очень много вебинаров, мы их все рекламировали, анонсы можете посмотреть по всем предметам с использованием вот тех ресурсов, которые я перечислил. И вот это все включается в ВГИС «Моя школа». Регистрация на этот сайт будет идти через портал госуслуг. Ну и вот там вот все объявления. Можете сейчас даже зайти и попробовать зарегистрироваться. Но что-то у меня раньше была учетка, я заходил туда, но они что-то сейчас там изменили и через госуслуги выдает ошибку. Поэтому вот такой эксперимент в этом году он уже заканчивается. И Сферум тоже был в порядке эксперимента, его расширили. И вот в 2021 году, так, здесь у меня ошибка, 21 год. В 2021 году был издан приказ и по Республике Коми. Республика Коми подписала соглашение со Сферум, и тоже внедрение у нас тоже началось вот с осени 2021 года. Значит, и вот на сегодняшний день у нас в данном случае статистика, сколько школ зарегистрировано, вернее, сколько образовательных организаций, 242. У нас школ 307, по-моему. Ну, сейчас вот такая цифра сейчас идет, реорганизация опять. Но сюда зарегистрировались и могут зарегистрироваться, в том числе СПО, в том числе дошкольники, их мало, но они есть, они тоже могут использовать. В том числе вот, мы Криро, в том числе могут и СГУ тоже зарегистрироваться, они сейчас всех регистрируют. По-моему,
по-моему, зарегистрирован у нас в Академии Госслужбы, сейчас точно не помню. Вот. То есть организации могут регистрироваться и как бы могут применять уже эту систему. Значит, ну что есть, я уже в принципе сказал, да, это звонки, трансляции, чаты, школьное сообщество. И так, чтобы мне немножко время сократить, уже буду немножко побыстрее. И вот какие могут быть сценарии. Это проведение онлайн или гибридного обучения в классе. То есть, когда будут созданы классы, уже не надо классу рассылать рассылку. Дети знают, что у них в 9:30 там урок географии. И они знают, что им надо зайти на этот урок. Они просто заходят в сферу, и у них уже есть сообщение, что вот он начинается урок географии там 9:15. Нажимают кнопку «Присоединиться к уроку», как вы сейчас, если кто-то попробовал присоединиться к тому уроку, который я уже создал, и он там где-то идет. Вы просто присоединяетесь, подключаетесь и участвуете в уроке. Мессенджер для школ, да? Мессенджер, то есть создается в кабинете школы чат, в котором вы можете участвовать. Разные виды чатов есть общедоступный чат, а есть чат, который может создать себе класс и который будет видеть только в классе. Либо может группа учителей создать чат свой какой-то, над каким-то проектом работают, да? Они могут свой чат, то есть создание чатов в принципе не ограничено. Ну вот я уже как бы сказал, что учителя тоже могут взаимодействовать. И один из последних вебинаров, который проводил Сферум, это как провести в Сферуме педагогический совет. То есть тоже были рекомендации. Тоже можно использовать его. Так, ну, два вида звонка есть. Проведение трансляции и звонок. Звонок — это когда у всех включены микрофоны. Единственное, есть, конечно, неудобство. Предположим, когда мы создаем звонок, то мы его не можем запланировать. Уже, если кто участвует вот уже в сферу, желательно вот им всякие вот такие нюансы, которые есть недостатки, прописывать в техподдержку, они работают и кое-что исправляют. Звонок, ну они рекомендуют что? Ну надо через неделю провести вот в виде звонка. Понятно, да? У всех микрофоны, у всех камеры, все видны на экране. Вот. Ну, создайте звонок накануне. А если мы создаем звонок, то ссылка начинает действовать за 15 минут до начала. Вот здесь пока в звонке неудобство. Но есть другой инструмент, это трансляция, куда мы подключаем, куда сразу при создании трансляции включаем всех выступающих. И здесь уже как бы получается односторонняя связь. То есть выступающие с одной стороны, а зрители с другой стороны. У зрителей недоступен ни микрофон, ничего, ни камера, а только чат. И то для зарегистрированных. Ну, вы знаете, когда звонок, какие у нас бывают ситуации. Кто-то забыл выключить микрофон, начинает о своих делах говорить. Наверное, все в таких ситуациях побывали и видели. Так, ну, есть приложение. Сферу, есть мобильное приложение, можно использовать. Не весь функционал, тот, который на компьютере может быть использован, но тем не менее. То есть можно входить через приложение. В нашем видеозале на сайте Клиро, если вы когда заходили на сайт Клиро, вы, наверное, видели, там у нас сразу картинки. То есть мы разгруппировали все трансляции по направлениям. И одно из направлений — это поддержка ООО при организации обучения с применением DOT. Внизу одна из последних картинок. В ней есть платформы, ресурсы и так далее. И там есть Сферум. И вот у меня скриншот. Последние вебинары, вот начиная с 6 апреля, на самом деле там 4 страницы еще, на разные темы вебинары там обозначены. То есть вы можете пройти, посмотреть, как создать среду, в которой хочется учиться, как организовать проектную работу старшеклассников, эффективное использование тоже Сферум при проведении уроков и внеклассных мероприятий.